Бицепс бедра будем качать. Для чего это упражнение хорошо? Для того, чтобы бицепс накачанный держал нашу попу. Понимаете? Если вы не накачаете бицепс бедра, ваша попа не будет держаться. Итак, начинаем качать. Вот до конца, да? Да. Молодец. Живот напрягся и ноги. Нет, мне не понравилось. Мне вообще спорт не нравится. Но надо подкачиваться. Кстати, вот был вопрос. У вас обвисла после похудения кожа? Да, доктор, очень сильно обвисла. Но, кстати, я ожидала худшего. Думала, что у меня кожа вообще капец будет висеть. Но, к моему удивлению, у меня такой сильно обвислой кожи не было. У некоторых же, вот, кто потерял резко 40 килограмм, у них же вообще капец мешки просто. Пустые мешки кожи висят. А у меня такого не было. Значит, у меня кожа более-менее эластичная оказалась. Ну так. И плотный. Да, и плотный. Вот от кожи, оказывается, тоже зависит. Прикиньте. Вот смотрите, живот мой, посмотрите. Вот. Кстати, многие живот спрашивали. Вот смотрите. Сейчас я расслабляю живот, да? Пускай все видят, смотрят. Вот. Вот. Расслабила. У меня мама думала, что когда я похудею, у меня вот так, как мешок, вот так будет висеть живот. Как фартук. Да, как фартук. Мама мне даже говорила: Милюша, ты если когда похудеешь, у тебя живот, говорит, большой, у тебя как фартук будет висеть. Но, к моему удивлению, мой живот как фартук не висит. Ну, Эльвира, скажи, не висит же, да? А? Да, вот нормальный. Даже мама у меня в шоке была, что у меня не было фартука. Она даже разочаровалась немножко, мне кажется, когда увидела, что у меня нету фартука. Да, она даже, знаешь, так удивилась. Она такая говорит: в смысле, а почему, говорит, у тебя такой живот? Кстати, у меня не так было. Это я вот сейчас с Эльвирой 2 месяца же, да, Эльвира, тренируюсь. Да. У меня вот я заметила, вот смотрите, у меня нормально стало. А до этого было у меня вот так вот прямо висело. Помнишь, да, Эльвира? Вот так висело. И была пустота. Я когда вот так делала, такое ощущение было, как будто я била по бумажке, и оно вот так болталось, бла-бла-бла-бла-бла, понимаете? А сейчас нету вот этого бла-бла-бла. Оно сейчас более-менее такое, вот так, более-менее. Вот смотрите, я даже удивилась. Поэтому, когда вы сделаете резекцию желудка, да, обязательно занимайтесь спортом. Но я же не только с Эльвирой еще занимаюсь, друзья. Я же еще дома хожу каждый день. Утром 3 километра и вечером. На лице, конечно же, обвисло. Вот это вот. Не растягиваем. Не растягиваем кожу. Она как пластилин, веришь, нет? При занятиях спортом всегда повышается тургор кожи. Что это такое тургор? Плотность. Чем плотнее кожа, тем вы дольше стареете. Дольше остаетесь молодыми. Ай, бляха-муха, да. Дольше остаетесь молодыми. Так что занимайтесь спортом, девчонки. Никогда не поздно начинать. Я вот 45 начала. Представляете, да? В 45 я начала. Если так подумать, да, если так подумать, Эльвира, вот представляешь, да, в 40 лет я начала вести блог. Это же, люди же думают, 40 лет это закат начинается. Нет, нифига подобного, 40 лет вообще, между прочим, рассвет начинается. Я скажу больше. Да, что? Вторая жизнь начинается в 50. Да, вот так вот, ищите доктор. Так что никогда не поздно начинать что-то новое в своей жизни. Эльвира, короче, говорит, чтобы не потерять мотивацию, говорит, не сорваться, не уйти в загул, не бросить спорт, всю старую свою одежду, говорит, отдай большого размера, говорит, за год вперед за фитнес-клуб, говорит, заплати, тренировки, говорит, полностью, и повесь свою фотографию, где возле беговой дорожки, где я как хомячок. Я еще свои фотографии смотрю, себя не узнаю, доктор. Верите, нет, я когда смотрю на фотографии свои старые, 5-месячной давности, да, у меня, я не могу поверить просто, что это я. Мне казалось, что я выгляжу нормально. Я себя толстой вообще не ощущала, не чувствовала. Я вот смотрела, да, на себя в зеркало и думала, какая я красивая. Обещанный мед. Так много. Будешь меня добрым словом вспоминать. Жопа слипнется. Не слипнется. Ты же сахар не ешь, мед ешь. Это натуральный сахар. Спасибо. Это тебе на Новый год, на 8 марта, на день рождения. Это же хитрышка. Натурпродукт. Полезные вещи только дарю. Это же моя песня! На радио крутит, прикиньте!
короче, ведет диджей Фатих, который башкирские дискотеки устраивает. Блин, забыла, на каком радио работает. И вот, шунда менің ерімді рұқсат ет. Часто қоялар. Нық матур ер, кстати. Хасан Усмановтың ері рұқсат ет. Мен аны одолжила у него. Рұқсат еткен өймәңді меңе хейні өйірге. Әсі елі бұрандала мұхабаттан көйірге. Рұқсат еткен өймәңді меңе хейні өйірге. Кто не видел этот клип, срочно зайдите, посмотрите, доктор. Клип вообще шикарнейший. Его снимал Батыр, Етемедия. Моя келендашка Айгуль там играет мою соперницу. Альберта наложницу играет. Представляете? Вообще очень интересный бомбический клип. Посмотрите обязательно, он вам понравится. Рұқсат еттен өймәңді меңе хейні өйірге. Әсі елі бұрандала мұхабаттан көйірге. Рұқсат еттен өймәңді меңе хейні өйірге. Әсі елі бұрандала мұхабаттан көйірге. Рұқсат еттен өймәңді меңе хейні өйірге. Әсі елі бұрандала мұхабаттан көйірге. Рұқсат еттен ауырсақта меңе хейні ойларға. Аллам көріп оқырдарса табынып ярадырға. Рұқсат еттен ауырсақта меңе хейні ойларға. Аллам көріп оқырдарса табынып ярадырға. Рұқсат еттен ауырсақта меңе хейні ойларға. Аллам көріп оқырдарса табынып ярадырға. Кингстон, ты сможешь найти мне самую красивую корону. Очень тебя прошу. Конечно, Милюша, я все могу найти. Рұқсат еттен осырашқанда хеңе үйіп қарарға. Тағы бірді көрейім деп юлдарыңа сығырға. Рұқсат еттен ауырсақта меңе хейні ойларға. Аллам көріп оқырдарса табынып ярадырға. Рұқсат еттен ауырсақта тағы бірді юлдарыңа. Недовольны? Фу! Ты! Назад, не то есть. Стоп, стой. Остановись. Подожди, стой. Сейчас будет страйк. Назад. Смотри в кадр. Раз, два, три. Все мои клипы, между прочим, бомбические. Я вообще люблю снимать клипы. Я только ради клипов, между прочим, писала песни. Какой писала я, Маша? Не куля. Аракуля, меня куля. Не писала, но я уже проговорилась как-то не так. Пела. Хотя я петь-то не умею. Ох, это накурагет, как мы пели. Мне же даже слова подсказывали, представляете? Какие у меня красивенькие котлеточки. Видал? Засунь ваши видео. Офигеть, да? Какой румяненький, красивенький. Обалденные котлеточки. Ставлю всегда на режим конвектомат. Это курино-говяжьи котлеточки.
Что-то в последнее время мне понравилось смешивать фарш куриный с говяжьим. Офигительно вкусный и нежненький получается. В тот раз, конечно, подписчики еще сказали, что можно этот добавлять, как там, кабачок. Представляете, но я не рискнула кабачок добавить, потому что вдруг моим не понравится кабачок. А, и еще у нас тут сегодня будет тушеная капуста. Вот, смотрите. Капуста, морковка на сливочном масле. Вот такой вот у нас будет сегодня обед. Тебе камеру поставлю. И ты этот будешь хвалить мое блюдо. Ладно? Это что за мизерная тарелка? А что? Ну сейчас приходится так есть, чтобы не переесть, чтобы опять как вчера, блин, не стоять над унитазом и этот, Моя тарелка. не блевать, блин. Мамина. Если бы кто-нибудь мне вот так наложил бы, я бы обиделась. Давай, будешь хвалить. Давай, Сейчас я давай. тебя поставлю. Там кола закончилась, да? Теперь хвали. Так вкусно, мам. Котлетки очень вкусные. И капуста тоже. Нет, ну правда же хуй. Нет, ну правда вкусно, говорю же. Ну диетинен башы бір кола хеміріп Это же без сахара. Ферделя Сеня сказала, что один черт там сахар дофига. А я доверяю Ферделя Сеня. Эсей, посмотри, Азалияның бәрі утра. Келіп, кәрәгін беріп кет. Чего ты жалуешься? Ты мне вообще-то наоборот должен Ферделя Сеня защищать. придет и не покажет, сколько Понятно. в коле сахара. Понятно. Там у нас интернета нет, Wi-Fi нет до сих пор. Уфанет уже больше месяца никак не может завести нам этот свою, как там его, услуги. Уже до моего столба этот провели прямо. И у них плохой сигнал сейчас. Вот все сделали, да, и плохой сигнал, и уже месяц я с ними каждый день звоню. Я говорю, ругаюсь, я говорю, давайте уже заведите, блин. Вот. А больше других провайдеров в поселке нет. Ни Ростелекома нет, никого нет, кроме Фанета, блин. Вот они манипулировали, как говорится. Из-за них другие не могут зайти. Хотя, если вы меня кто-то видит с этого Ростелекома, да, ну-ка давайте зайдите. Вот. Тоже конкуренция должна же быть. Потому что эти не хотят нормально работать. Вот пока такие дела. Пошел я в сауну. У меня как включаешь, сразу начинает работать вытяжка везде. То есть это вот душ. Вот здесь все работает, отлично. Горячая, холодная вода. Здесь шампунь, еще сейчас повесим этот гель для душа. Вот здесь сауна, о, горячо здесь. Как горячо, пока 40 градусов, хотя я уезжал на 3 часа. И вот такую систему купил. Короче, его придумали, вообще, говорят, в Октябрьске у нас, в Башкортостане. Там трубка идет, а внутри трубки чугунная дробь. Вот сюда воду чуть-чуть наливаешь, да? И вот там дырки есть у него. И получается постоянная влажность. Это русская баня. Не надо вот сюда ничего лить. Вот эта фигня 2000 стоит. Вот, сейчас сауну испытаем. Здесь помоем все. И надо затопить чан. Дверь открывается, закрывается. Идем. Чан я топил 2-3 часа назад. Сейчас руку засунем. Так. Прохладная. Надо затопить. Все, пошел я топить. Дрова пока у меня вон там. Завтра обещали дрова привезти. Сейчас этот, как там его надо. Как называется? Короче, лампа паяльная. Вот такая фигня. Пошел я топить. Друзья, без очков я сейчас очень плохо вижу. У Милёши сказали, что я вообще ослепну. Какая-то гадалка сказала. Блин, а. Не дай бог, конечно. Ей сказали, чтобы я следил за глазами. Я и так слежу. Вот. Так, вот у нас печка. Вот здесь вода. Вот здесь вода. Здесь водяная рубашка. Она быстро будет. Сейчас будем топить. Здесь у меня очень много этих кусочков вагонки. Вот. Пока выключается, ладно? Не обижайтесь. Да, чувствуется пар. Веников нет, только веников нет. Кому-то по башке дать. Тяжелый, блин. Вот так, друзья.
О, вот так, наверное, да? Мироша сказал вот так вешать. И саморезы. Еще сильно. Еще не висят не сильно. Саморезы китайский. Вот, друзья, как? Как вам? Вот так. Видите? А вот видите уже, он там красный. О, температура пока 40. Потому что здесь у меня вытяжка. Вон. Теперь будем здесь убираться. Так, друзья, пока давайте не будем мешаться друг другу. Вы мне, я вам. Пока вынесем сюда. Все. Пылесос, мой пылесос. Выходит зеленый все. Все, друзья, выходим отсюда. Ой, жарко. Странная вишня. Вот посмотрите, это похоже на вишню, да? Но это нифига не вишня, непонятно что. Азалия, идем попробуй. Ты попробуй. На вкус она как вишня и в то же время как смородина. Представляете? Оказывается, и такое бывает. Очень странная ягода. Но вкусная. Очень вкусная. Разве такое может быть? Чтобы на вкус была как вишня и как черемуха. Это очень странно. Блин, она очень вкусная. В тот раз, когда я пробовала, она была кислая. Мы, короче, с Азалией вышли собирать помидоры. Эти помидоры, конечно, уже сгнили. Они замерзли. Они же у меня не в теплице стоят. Капуста, короче, у меня не округлилась. Вот, смотрите. Какие-то тупочки, капустики. Помидоры сгнили. Смотрите, как лежат помидоры. Видали? Некоторые в зеленом виде уже сгнили. Вон. Видали? Ты чё? Это же тухлый помидор. На черта ты его взяла, дурак, что ли, алё? Мне его жалко было. Чё жалко? Я же морозить буду эти помидоры. Ты чё, блин, тухлый помидор взялась и собрала? Алё ты моля. Нянгбаше позвала, блин, помогать, блин, тухлые помидоры собрала, блин. Офигеть. Что ты туда кидаешь? А чё, а куда, чё мне их делать-то? Не надо тухлые помидоры собирать. Смотри, какой. Папа давно говорил собрать, а мы не собирали, блин. Жалко же, болту. Bunu вообще она, если наша анда. Чего? А вдруг там личинка какая? Нету никакой личинки. Чё Все ты... помидорки замерзли вообще. А что ты мне не сказала? Собрала бы я. Угу. Собрала бы. Ну я же в прошлый раз собирала. Бедные помидоры. Фу, какая страшная капуста. Она еще вся дырявая. Смотри. Все страшное. Она как артефакт какой-то выглядит из фильма. Да? Да, кристалл какой-то. Дырявый, правда. Вот это вообще размашистая. А чё с ее листьями делать? Лопух какой-то. Ну блин, вот Фердюлес я им посадила странную капусту. Она даже на капусту не похожа. Ну вот тебе полукапуста, смотри. Ой, смотри, красивый помидорка. О, хоть один нормальный, блин. Ой, ой. Эй, дурачки мы, блин. Надо было, когда тепло собирать. Нет, вот второй еще красивый. Как так они там умудрились нормальными остаться? Ну, И вот зачем? этот. О, давай сожрем. Что ты делаешь? А вдруг, прикинь, внутри слизь. Внутри личину. Протеин. О! Зато тыква у меня, смотри, какая красивая заметка. Одна тыква, смотри. У меня есть тыква. Представляешь?
И она не сгнила. Нормальненькая такая. Смотри, какая красивая. И тыковка, привет. Ты давай расти большой, ладно? А чё? Одна, что ли? Прикинь, одна тыква. Вот это и вот это огород. Я каждый год думаю, блин, не буду сажать больше ничего. Один черт, блин, не ухаживаю. Что мама говорит, когда она сажает какой-то огород два раза всего лишь за жизнь? Вот, Достар, мы и собрали наш урожай. Очень богатый был в этом году. Сгнивших помидоров дофигища. Зато у меня цветы есть. Больше ни у кого нету такой вот цветник. Их маме посадили. Ну и что? Он же есть. Хоть и посадили, и кустарники есть. Даже бочки с водой есть. Как тебе собственные яблоки? Танды, между прочим, просто эссе. Они в какой-то пыли, что ли? Ну, батя, конечно, пыли. А что ты хотела? Эссе. Бешен. Бешмева. Ну, смотри, вот ветка аж гна скоро. Прям как утро-завтра. Это яблони мы посадили в прошлом году только. Ешь сама. В прошлом году только посадили. И прикинь, она вот так вот яблоки дает. Да, вон тот попробуем. Ну, тут что-то подавился, что-то. Землю упал, надо попробовать. Мам, это же не гигиенично. Вкусный азалья. Это зимний сорт. Это у Венералиса точно такая яблоко была. Очень вкусно. Попробуй, на, откуси. Отстань. Откуси, он правда вкусный, когда. Да, такой кисленький, вкусненький. Надеюсь, после этого у меня не будет лямбри. Мам, ну фу, ну он же грязный. Ну я же не кушаю в сторону, где грязный. Кушаю в сторону, где чистый. Какая-то логичная. Это ты красивая. Смотри, короче, юбка кигенем. Привет, кстати. Юбка кигенем. Это не клубная юбка ты. Это не по клубному оделась ты. Шуга пришлось на джинсы киерге, блядь. Нет, очень красиво. Ой, на стиле как всегда. Мы сегодня познакомимся с парнем Регины. Будет эксклюзивный материал. Ждите, Достар, будет очень эксклюзивный материал. Очень милая, я рад, дай нам сил. Я бы без нее никогда Что за песня была? вот бокалы. Давай, бокалдар. Регина будет разливать. Он будет разливать. Итак, Достар, что я хотела вам показать, это эксклюзивный материал Регина Юльяхшинаның егеті, с которой она встречается уже
месяц, доктор, месяц, понимаете? У него месяц бурный роман, вообще такой кипящий, бурный такой роман. Сейчас вы увидите его лицо. Все, курдагырман. Киргиз Мейки. Киргиз Мейки. Сентябрьда 35 тула. Весы. Хороший знак, весы. Как познакомились с Региной? Как познакомились? Да. В следующем выпуске будет это. В следующем выпуске будет это. Все расскажу. Говори, Регина, как познакомили нас? Познакомили? Вот Тим Дегандер. Вот, короче, вот эта семейная пара познакомила его с Региной. Какие у тебя намерения? Очень хорошие намерения. Серьезные? Серьезные. Ты не подкатываешь по Элвин Грега через Регину? Не хочешь стать певцом-звездой? Нет. Таких намерений нет у тебя? Нет, конечно, нет таких намерений. Я даже не знал, что у Элвина Грея есть сестра. Конечно. Так что... Последний вопрос. Где работаешь и кем? Где я работаю? Там-сям, туда-сюда. Ну все, доктор, вы много чего узнали о парне Регины Юлиахсеной. Регинаны қазанға біреуге беремін. Ben Iberamina Катавинайтен. Пока ты здесь будешь, Регина Казанский украдут Регинаны. Evet Регина. Нет. Не, не украду, все нормально будет. Все хорошо. Смотри, потом Илана ярғына будет. Бір өзің айыптеп барғына будет, понятно? Күйеу балақайға даю. Чтоб тебя немножко разговорить итерге. Бұның мандураны еще менің керек бұтымды қойдылар, как будто мен эффектіні. Ты вообще-то лимонад ішіп отырасың. Давай.
так удивлен, смотри. Привет. Привет. Тебя не узнать. Да, я похудела уже, смотри. У меня Таня появилась. А домохозяйку не видели? Да, все так говорят. Да, все так говорят. Все, да? Спасибо, Слушай, обрати внимание, сколько мы когда снимали интервью? В мае. Год назад. Год назад. Ага, год назад. Совсем другой человек. Верните нам, верните. Ну что за модель? Вот так вот, меня не узнать, блин. Я же говорю, у меня Таня появилась. Я быстро 5 минут. Здорово. Прости, что минус. Я устал прямо. А мне Сафрена готовится. Да, Михуш, ты видели это? Опять раз. Помните, старый год назад, короче, вот надо достигать своих целей. Каким образом? Настойчиво надо идти к цели. Да. И вот она теперь наш друг. Да, вот так вот, доктор. Мен Элвин Грейден артынан бір ел юринем, чтобы он снялся в моей рубрике «Один день со звездой». Даже на сцену залезла, и его охранники меня вывели из зала прямо, а потом писали, что башкирскую домохозяйку арестовали. Помните этот момент? Это было неправда, конечно, но вывели из зала точно. Да. Очень рады за тебя и видим. И радуемся. Спасибо. Сейчас, короче, доктор Элвин Грей разрешил нам пару вопросов ему задать, ну, как маленькое интервью. Что здесь? Давай. Здесь? Короче. Он в туалете. В туалете вообще было бы прикольно. Так, Радик, тут все не знают, как закончился этот конфликт насчет песни «Туаньяк». Что там случилось вообще? Просто конфликт был. Ну да, там же даже видео снимали, что вот твои сторисы даже все же смотрели, что «Туаньяк» песню выпустил Элвин Грей, а потом почему-то решили ее убрать и не запретили ему даже петь, доктор. Ну, как вы слышите, мы на всех концертах эту песенку поем. Автор один, Урал Рашидов, и он слова и музыку написал, он говорит, Радик, пой, конечно, он давно уже хочет, чтобы я спел. Недавно опять увидишь, вот, братишка, пой, я говорю, конечно. А вот есть такие у нас ребята. Ага, кто такие? Имена я говорить не буду, но они есть. Ага, есть. Где они, в Башкортостане или в Татарстане? Там, где я живу. А, там, где он живет. А Элвин Грей живет во многих местах. Да. Они хотят, чтобы с ними делились. Мы зачем должны делиться с людьми, которые не написали песню? Ага. Мы только можем делиться с авторами, который родил эту песню и написал. И этот автор является Урал Рашидов. Это же вот создатель. А то есть, как только я начал исполнять эту песенку, столько людей появилось, все стали правообладателями. Увидели кормушку, доктор. Кормушку увидели и налетели, как вороны. То есть эту песенку поет миллионы человек, то есть людей, артистов. Но именно когда исполнил я, появилось много авторов, не авторов, а этих правообладателей. Все говорят, это моя песня, это моя песня, это моя песня. Но мы просто подъехали к нашему другу, автору Урала Рашидова, он говорит, он все документы показал, говорит, Радик, пой, конечно, а мы с удовольствием доверились. Вот. И вот, доктор, вы узнали правду об этой песне «Туаньяк». На самом деле... На самом деле я всегда за то, чтобы песни жили. Песни же должны... Ердар, я швегат есть. Вообще вот эти все ретро-песни, и Уфтанна, и Альдермеш, Туаня, Улар, я швегат. Потому что, я ж был удар, концерты игры параллельно. Молодое поколение приходит на концерты. И мне, например, очень приятно, когда они поют песни наших родителей. Это нет или счастье? Да, вот как раз таки второй вопрос у меня был, доктор, почему Элвин Грей исполняет ретро-песни, почему он их перепевает? Вот мы ответ, доктор, услышали. Потому что вы видите, на наших концертах есть и детишки, и взрослые. Да, и тетушки 45 лет. Вот ты же у нас была мега крутая звезда, да, прямо никто не мог до тебя долететь. А тут появилась группа Айола со своей Хомай, там вообще на мировых чартах вот залетела, да. Как ты смотришь на эту группу? Как думаешь, они, как там говорят, звезда одного дня или долгосрочно? Это пока никак невозможно сказать, почему, потому что это покажет только время. Но на самом деле я очень рад, что у нас опять башкиры. Да, опять башкиры, между прочим. То есть куда ни посмотри, да, сколько у нас артистов, которые родились в Башкортостане, и снова наши же земляки покоряют такие большие вершины. Я им хочу пожелать только одно. Еще написать много таких же песен, таких же, которые вот Хумай написали. Да. И потому что я прекрасно знаю, что одну песню написать это хорошо, да, а чтобы удержаться на сцене это самое сложное.
самое главное для артиста, да вообще в любом бизнесе, в любой работе, это нужно удержаться. Вот пару советов, как удержать вот эту славу, вот это вот звездный час, как удержаться? Слушайте, ну, у артистов бывает всякие падения, и главное, чтобы себя нормально держать, там, не загулять, как в Янауле там. А, что там в Янауле был? Я не знаю. Загул в Янауле? Загул в Янауле был. Вот так. Можно поподробнее? Что за Янауле? Там все знают. Да? Да я просто вышел Я как всегда, бля. Ну, потом посмотри в интернете, Янаул подтверждает. Ага. Ага, там что-то там, микрофоном ты что-то там, да? Нет, это в Зилаире. А, это в Зилаире? Вот знаете, что мне нравится Дултар в Радике Юльякшин? Он всегда честно отвечает на вопросы и не скрывает, что да, он на сцене иногда дебоширит, что там ты микрофон машат, я не кую, понимаете? И он это признает. Вот молодец, не скрывает, между прочим. Почему вот эта рубрика «Один день со звездой» на ура прошла с Элвином Греем? Да потому что он отвечал честно на все вопросы и ничего абсолютно не скрывал. Вот. Что там Чтобы, было? подождите, чтобы удержаться на арене, мне кажется, нужно много работать. Много работать. Да, в Запоминаем. окружении будут разные люди, türlügeşler. И кто будет советовать, кто будет тянуть вниз, кто там пытается там ревностно относится. Конечно, рядом должны быть люди, которые близкие, окружить хорошими людьми и идти вперед просто и работать. Самое главное, работать, работать и работать. Вот, доктор, о чем я вам тоже говорю в своем блоге. Работать и работать. А что было в Янауле, отправьте ей ссылочку, пускай посмотрит. Блин, не как всегда последние новости я узнаю там самые на последние. колонке сидел и пел. Последний вопрос, больше задерживать не буду. Вот почему башкирские эстрадалар, юндостар, не могут достичь такого уровня, как в татарской эстраде? В чем их проблема, в чем их Это ошибка? не проблема артистов, это проблема, наверное, людей, которые управляют. Ну, вообще, это не проблема артистов. В Татарстане есть шоу-бизнес. Почему? Потому что у них есть телевидение эстрадное, есть радио эстрадное, есть много премий. И тут как бы тоже есть, но тут не артисты как раз таки все талантливые. У нас в Башкортостане. Да, у нас Это все очень много доказывает. талантов, Это все да. доказывает, что у нас талантливых артистов. Но тут дело то вышестоящее. Тут нужно взять или самому приехать надо и заняться этим. Партайгасына, әлі пока будем да, берем. пенсияға Әлі пока будем ерлап берем әлі. Получается, проблема высоко Наверное, идет, я да? так думаю, да. Башта үтте, да, шунда. А ты же вот советник, или все уже отошел от этих дел? Ну, а я советник. Советник? Я вот тебе могу посоветовать. Да? Мен талантливый. Мне вообще стильно, мен де жеріңді көріп баға бер, үрткім келіп тұра бір. Өзім стильно біттім, нервничать деп. Бейкликтер, ялар үшін тырышырға керек. Любой человек может себя взять в руки. Не только творчество, это любая работа. И идти вперед, и все будет хорошо. Рахмат. Ой, рахмат. Yok, Исмаил. Все, Янаулдан хым сеген әсер. Все понятно. Хадыр достар Элвин Грей Янаулдан хугына оказывается сей исе. А что булган Янаулда достар? Хадыр ссылка ибархалар, мин хетге халырмын. Ладно. Вот что мне нравится в Радике Юльякшине, то, что достар, он никогда ничего не скрывает. И всегда все искренне рассказывает. О, бунда өрінтік екен, красота. Бунда вообще очень знаменитый кунактар, кстати, присутствует. Достар, мана Ильдус и я не буду Вы хайпанули, кстати, после вашего интервью с Гульназ Асаевой. Али яңарақ қана бір атна таму назад көргенім, это хин есің еттім еді. Я аята не пью, вы же знаете. Да. Вот. Хин яқын алтын. Асаева немекей наехала. Короче, достар, оказывается, после интервью Элвина Грея Асаева наехала на Ильдуса, верный друг и правая рука Элвина Грея. Он нам рассказал подробности про роман Асаевой и Элвина Грея. Там было очень горячо. Кто не видел рубрику и не парагат Пожалуйста, актуальный. что-нибудь еще расскажем Да. попозже. Блин, Гульназ, держись. Потом, это пускай. Подожди, я люблю погнали. Тут хайп пройдет потом. А из-за чего они на самом деле расстались? Расстались? Они встречались, что ли? Иди, все, давай, пока.